Слово для выступления предоставляется представителю Министерства культуры. Так. Сейчас, секунду. Найти не могу. Уважаемый суд. Фархат Бурханович Аджибаев, да? Да. Спасибо, уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники. Министерство относительно материалов по поступившим ходатайствам по проверке соответствия статей 5 и статьи 6 Закона о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики, отдельным статьям Конституции Кыргызской Республики поясняет следующее. Диспозиция статьи 6, статьи 5 и 6 Закона о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики направлена на охрану здоровья и нравственности населения, защиту прав и свобод других лиц. Необходимо отметить, что данная норма указанного закона не направлена на ограничение прав и свобод граждан, таких как свобода выражения мнений, свобода творчества, либо установление каких-либо рамок в области кинематографии. На территории Кыргызской Республики запрещается для проката категории аудиовизуальных произведений и иные виды результатов творческой деятельности, которые содержат ценные эпизоды порнографии, в которых открыто изображены или описаны зоофилия, некрология, половой акт в различных цветах, цены сексуального насилия, ценные материалы, подтверждающие общим принципам нравственности и морали, вульгарно-натуралистические, циничные изображения половых органов, специально детализированное изображение гениталий, цены полового акта, сексуальных извращений, оскорбляющих честь и достоинство человека. Таких подробностей не надо нам рассказывать. В целом, получается, здесь, если посмотреть, то оно описывает, какие случаи, какие нравственные морали необходимо придерживаться при получении проката на территории Кыргызской Республики для тех или иных аудиовизуальных произведений. В нашем случае это вот кинопроизведения, да? Если говорить относительно того, получается, правоприменительной практики, то правоприменительная практика статьи 5 и 6 Закона о государственной поддержке кинематографии показала одну из самых сложных проблем, возникающих в области уголовно-правовой борьбы с порнографией и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности, является проблема легального определения данного понятия. Трудность заключается в том, что порнография и иные запрещенные виды творческой деятельности в высокой степени культурно обусловленные явления, то есть отнесение того или иного вида произведения порнографическим или иным, зависит от принятия в отдельно взятом обществе морально-этических стандартов, границ допустимого. В силу указанных различий нормы международного публичного права не содержат универсального определения порнографии, иных, получается, высоких моральных стандартов. Следовательно, правоприменителю необходимо строго руководствоваться требованиями статьями 5 и статьи 6 Закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. Наряду с этим хочу отметить, что правоприменительная практика в целом именно дача разрешения прокатного удостоверения в основном случае эту обязанность возлагает на межведомственную экспертную комиссию по отнесению аудиовизуальных произведений категории порнографии и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности, то есть экспертная комиссия, работа которой как раз таки определяется постановлением правительства 14 октября 2016 года номер 551. Необходимо отметить, что если брать правоприменительную практику, то по именно ограничению свободы слова, либо выражения, либо каких-либо цензуры, она в целом именно в качестве экспертной оценки она дается, во-первых, комиссия ООН по международному праву, она является единственной экспертной комиссией ООН, которая дает официальное толкование, экспертное толкование, в том числе и Всеобщей декларации прав человека, и международным пактам, то есть это по экономическим правам и по политическим правам. Там также четко описывается, что есть ограничения, которые вводятся для защиты прав и свобод других людей. Относительно, получается, правоприменительная практика непосредственно, да, это сейчас, получается, больше законодательная практика ООН была. Сейчас, если правоприменительная практика, то здесь есть заключительные замечания комиссии ООН по правам человека. Там также четко описываются рамки, в которых государства должны применять те или иные нормы для того, чтобы не нарушить основные права и свободы человека, в том числе и право на самовыражение и право слова.
Поэтому в этом отношении, например, я считаю, что ни в своих ходатайствах, ни в своих доводах, которые были приведены сегодня на выступлении, со стороны истцов не были приведены реальные случаи, кроме вот получается случай с департаментом кинематографии, когда получается международное сообщество, именно правовое сообщество, давало конкретную оценку того, что те или иные нормы Кыргызской республикой нарушаются. В рамках, например, УПО. Я лично, уважаемый суд, был в втором и третьем периодическом докладе в рамках УПО, был членом комиссии. Также, получается, заключительные замечания мы изучали. По ним, получается, те или иные, получается, меры они принимаются. В том числе, как сегодня отметил уважаемый представитель Джоркинеша, вносятся изменения в законы. Если, например, у кого-то из граждан, в том числе и в государственных органах, есть вопросы по толкованию норм закона, то в законе о нормативных актах есть норма толкования закона, в котором четко указано, что только тот орган, который принял, нормотворческий орган, принял нормативный акт, имеет право его толковать. В этом случае я, например, сегодня не услышал, что истцы обратились в Джоркинеш для получения официального толкования, которое также предусмотрено как и законом о регламенте Джоркинеша, так и законом о нормативных актах, так и Конституцией Кыргызской Республики. Только после получения официального заключения толкования Джоркинеша мы могли бы говорить, как нужно применять и как нужно понимать статьи 5 и 6 закона. Но, к сожалению, я сегодня тоже это не услышал, что были обращения официально в нормотворческий орган в лице Джоркинеша для получения официального толкования. Это имеет право осуществлять любой гражданин, любой государственный орган в рамках предоставленных Конституцией прав и свобод. На этом все, уважаемые.